Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار. С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Сколько из нас тех, кто присутствует на разных собраниях? Будь то семейные собрания или сборы коллег по работе. Иногда человек встречается со своими родственниками. Иногда люди сидят со своими друзьями на общих встречах в кафе. Некоторые на работе разговаривают и ведут беседы. Относительно этих собраний, которые повторяются ежедневно, есть хадисы и аяты из Корана. Всевышний Аллах сообщил, что если собрание представляет собой пустословие, если от них нет пользы, если в них нет никаких полезных речей, верующий должен отказываться от них, как говорится в Коране, который отворачивается от всего праздного. Если же на этих собраниях как-либо поносят книгу Аллаха, религию, или ведут какие-то плохие разговоры об аятах, или еще о чем-то таком, то тебе в принципе не дозволено сидеть там. Если ты сядешь рядом с ними, ты будешь таким же, как и они. Хорошо, итак, что нужно будет сделать? Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, каждый, кто будет присутствовать на собрании, где не поминали Всевышнего Аллаха, в судный день испытает горе и сожаление. Хорошо, что же мне делать? В каком бы обществе ты ни присутствовал сегодня, на любом собрании, напомни людям о Всевышнем Аллахе. Сядь сегодня вместе с кем? Со своей семьей? С кем ты будешь сидеть? С своими друзьями? С кем ты будешь сидеть? С коллегами по работе? С кем бы ты ни сел, напомни им о Всевышнем Аллахе. Даже если это будет один аят или один хадис. Люди, слышали вы такой-то хадис? Хадис? Какой хадис? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: есть два слова, легких для языка и тяжелых на весах, любимых для милостивого. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи аль-азим. Скажите их, люди, пусть каждый из присутствующих скажет их про себя. Можешь ли ты сегодня напомнить им об одном из благородных дел? Каждый день ты будешь напоминать им о достоинствах истихфара и спрашивания прощения у Аллаха, о достоинствах зикра, о достоинствах намаза, достоинствах почтительного отношения к родителям и о любых других достоинствах и различных хороших делах. И каждый раз, как ты будешь сидеть в каком-то людском собрании, напоминай им об этом. Если ты окажешься среди других людей, скажи им те же слова, которые ты говорил на первом собрании. Дома ты сказал какие-то слова, на работе сказал то же самое, в школе сказал те же слова, и в мечети также повтори их. Есть преграда, которая многим людям мешает. Они стесняются. Некоторые люди могут сказать: я боюсь, что скажу это, а мне ответят: ты что, стал набожным? Хорошо, допустим. Они скажут тебе так. Но в чем проблема? В первый раз они тебе это скажут, во второй раз скажут, в третий, а потом привыкнут. В один из дней ты станешь для них человеком, которого они любят и к которому относятся с симпатией. Нужно проявлять терпение. Не говори слишком много, не занимай много времени. Скажи им хотя бы один хадис. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, донесите от меня хотя бы один аят. Если это займет только 2 минуты, 1 минуту, не говори слишком много, особенно в начале, когда доносишь что-то до людей, но определи для себя сегодня цель. Сегодня мы будем сидеть в доме матери. Мои братья, сестры, моя жена, мои дяди, тети. Сегодня мы с друзьями сидим на работе. Начиная с этого момента подумай, что ты им скажешь. Заготовь у себя в сердце хадис, историю, рассказ, зикр, что угодно. Сядь на этом собрании и скажи, даже если это будет выглядеть, как будто ты передаешь это от кого-то другого. Вы не слышали? Мне попалось видео шейха такого-то, и он рассказал красивую историю. И расскажи ее кратко. Или красивый хадис, который ты читал сегодня, который пришел на телефон или компьютер. Или ты слышал его от имама мечети. И расскажи им о нем. Выбери красивые слова, которые им понравятся. Вначале мы не должны их пугать или запугивать. Это харам, то порицаемое дело. Нет, первым делом научи их одобряемому. Вначале укажи им на благо и сделай так, чтобы они его полюбили. И будь уверен, если ты разобьешь преграду, если ты растопчешь вопрос стыда,
и робости, и сделаешь первый шаг, и это самый сложный шаг, то второй шаг будет намного проще, третий еще легче, четвертый, 10. И поверь мне, в один из дней ты будешь призывать к Всевышнему Аллаху с мимбаров. А началом тому будут эти простые шаги. Всевышний Аллах говорит: чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит: воистину я один из мусульман. Людские сборы, собрания, встречи друзей и семей нуждаются в смелом мужчине или в разумной, мудрой женщине, которые бы говорили о благе, напоминали людям о Всевышнем Аллахе. И чтобы это собрание не было таким, в котором нет блага и баракята, и они бы напоминали людям о Всевышнем Аллахе. Устремись сегодня к этому. Заготовь себе хотя бы что-то маленькое. И в таких вещах нет чего-то большого или маленького. Пусть тот, у кого есть благо, говорит о нем. У кого есть истина, пусть скажет ее и поощрит к этому людей. وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله